Пункты сбора помощи Ангинского, Татинского и Усть-Майского районов теперь работают вместе. Сегодня штабы районов подписали соглашение о сотрудничестве. Речь идет о сборе гуманитарной помощи для жителей районов, пострадавших от паводка. Сколько уже успели собрать и как работают волонтеры, в материале Саргалан Захаровой. Коробка за коробкой, пакет за пакетом выносят из автобуса нескончаемый поток гуманитарной помощи от неравнодушных граждан и столичных предприятий. Пострадавшим от паводка отправляют все, от игрушек до мебели. Был один пакет. Он был очень так, аккуратно сложен, бантиком привязан. И сразу ясно было понятно, что этот пакетик он приготовил маленький ребенок. Там были и акварели, и краска, тетради, альбомы и рисунок этого ребенка. В штабе одни добровольцы, студенты, работники различных предприятий забегают во время перерывов, пенсионеры. Каждый пакет взвешивает, фиксирует в журнале и сортирует. Бережно укладывает в мешки, которые отправятся к будущим владельцам. В Якутске еще несколько пунктов приема помощи. Один из них на Орджоникидзе 10. В субботу по этому адресу сбор закрывают. Сейчас подводят итоги. В день приходит по 8-9 человек, приносят мешками, коробками, пакетами. В основном это теплые вещи, обувь, куртки. Другой пункт, который развернулся в здании КФЭНа, в пятницу принимал последние вещи и теперь будет находиться в штабе на Короленко. Сбор в студгородке организовали уроженцы села Кюбцы Усть-Майского района. С 14 по 15 мая мы собрали 45 единиц груза, то есть одну тонну. И 16 мая уже вертолетом МЧС до Усть-Мая был рейс. Далее с 16 по 17 тоже собрали 51 единицу груза, то есть тоже 1,5 тонны, кажется, было. С конца недели штабы 3 районов, пострадавших от паводка, решили объединить силы. Подписали соглашение о сотрудничестве, и теперь вся помощь прибывает в штаб Амгинского землячества, откуда будет распределяться по районам. С открытием паромной переправы планируют начать отгружать мебель, технику и другую габаритную гуманитарную помощь. Саргалана Захарова, Евгений Рязанский, Якутск.